Добрый день, в эфире телеканал АТР. Вы смотрите программу «Прайм Мацарский». Это я, Юрий Мацарский. Рассказываю вам обо всем важном, интересном или даже забавном из того, что произошло за последние несколько дней в мире. И вот мы тут несколько дней, уже несколько недель, вернее, следим за тем, что происходит в Грузии, в Тбилиси и в других городах страны. Я даже привозил какие-то материалы по итогам своей поездки туда. Но на самом деле история не закончена, история продолжается, и стоит снова попристальнее присмотреться к тому, что же творится в стране, которая нам вовсе совсем даже и не чужая. Что там происходит? Я уже рассказывал о судьбе Михаила Саакашвили, украинско-грузинского политика, который сейчас, наверное, больше украинский, чем грузинский, потому что его несколько лет назад лишили грузинского гражданства, ну, в общем-то, по формальным основаниям. Тогда, когда он получил здесь у нас в Украине гражданство, получил украинский паспорт, он в нарушение грузинского законодательства не уведомил об этом грузинские власти. И они, в общем, на этом самом формальном основании взяли его и лишили гражданства. Он сейчас находится, Михаил Саакашвили, в тюрьме. Он каким-то образом, пока непонятно каким, проник в Грузию. После того, как он проник в Грузию, записал несколько видео о том, что он находится уже в Грузии, призывает всех поддержать его. Он был задержан, арестован, сейчас находится в тюрьме в городе Руставе, объявил там голодовку, требует выпустить его, называет себя заложником путинского режима. А вот смотрите, в минувший четверг в самом центре Тбилиси тысячи, десятки тысяч человек, по разным подсчетам от 20 до, внимания, 60 тысяч человек пришли в центр Тбилиси требовать освобождения Михаила Саакашвили. Просто чтобы было понятно, что такое 60 или даже 20 тысяч человек для Грузии. Вот общее население страны меньше 3,5 миллионов человек. И, конечно, когда на улице выходят десятки тысяч, понятно, что у Михаила Саакашвили действительно есть массовая народная поддержка. Это вот снято нашими коллегами из «Радио Свобода» с дронов. В самый центр, повторюсь, Тбилиси, это проспект Шатару-Ставели и площадь, если мне память не изменяет, она называется сейчас площадью Независимости, это вот самый-самый-самый центр. Там люди стоят с грузинскими флагами, люди стоят с азербайджанскими флагами. Дело в том, вот смотрите, украинские флаги есть. Дело в том, что в Грузии достаточно большая и достаточно активная азербайджанская диаспора существует. Они и политически активны, и экономически активны. А вот смотрите, это вот те люди, которые ехали поддержать Михаила Саакашвили, сталкивались с таким приемом на подъездах к Тбилиси. Это сторонники правящей партии «Грузинская мечта» забрасывали вениками сторонников Михаила Саакашвили. Веник – это на самом деле больше, чем веник сейчас в нынешней грузинской политике. Я уже как-то рассказывал о том, что выборы 2012 года Единое национальное движение, это партия, которая организовывала, за которой стоял Саакашвили, она во многом проиграла ровно потому, что накануне голосования были показаны пытки по телевизору, были показаны записи пыток в одной из грузинских тюрем, причем в ходе этих пыток применялись еще и вот эти вот веники. Я не буду сейчас подробности рассказывать, но поверьте, там действительно все было ужасно совершенно. И вот эти видео, из комментариев к этим видео следовало, что за этими пытками стояли силовые министры правительства Михаила Саакашвили. И вот эти веники используются как символ. Противники Саакашвили используют эти веники как символ, как напоминание. Смотрите, придет Саакашвили к власти, опять будут использоваться веники для пыток людей. Несмотря на вот такое противодействие, на нескольких трассах, которые в основном вели из крупных городов в сторону Тбилиси, это трассы, которые ведут, например, из Зугдиди или, например, из Батуми, стояли вот такие блокпосты из сторонников правящей партии «Грузинская мечта», но они не помешали людям приехать. Действительно, люди из самых разных городов Грузии приехали для того, чтобы выступить в поддержку Михаила Саакашвили, для того, чтобы потребовать от властей его немедленного освобождения. Замечу, вот как я уже рассказывал по факту своего визита в Грузию, и, собственно, однопартийцы, единомышленники Михаила Саакашвили из Единого национального движения и из других оппозиционных партий, они, в общем-то, говорят о том, что настроены только на мирное решение проблемы. Они не будут, с самого начала говорили, что они будут штурмовать не тюрьму в городе Руставе, где сидит Саакашвили, не какие-то
представительства органов власти Грузии. Нет, они говорят, что мы будем действовать мирно. И вот следующий их шаг мирный, следующая вот такая веха большая, которую нужно будет пройти оппозиция, состоится 30 октября. Вот осталось вот всего ничего, осталось сколько, 12 дней, 11 дней осталось до 30 октября. Почему 30 октября важный день? 30 октября пройдут вторые туры выборов на посты мэров в целом ряде грузинских городов. Это, например, Кутаиси, это, например, Батуми, это, например, Зугдиди. Ну и плюс ко всему это еще и столичный Тбилиси, где по итогам первого тура тоже нет победителя. Никто не смог набрать больше 50% голосов избирателей. И вот прямо сейчас оппозиция очень серьезно готовится к этим выборам, просто очень серьезно. Вот и считается, что действительно нас может, ну, грубо говоря, где-нибудь там в Батуми и в Кутаиси, по большому счету, я, конечно, могу несколько торопить события, наверное, не очень правильно будет, если я скажу, что победа у оппозиции уже в кармане. Нет, она, в общем, более чем реально, и, скажем так, шансы там на победу у сторонников Саакашвили, у однопартийцев Саакашвили куда больше, чем у кандидатов от партии власти. И еще интересный, конечно, расклад в Тбилиси. Там бывший украинско-грузинский футболист Каха Каладзе сейчас борется против лидера, против вот сейчас формального главы Единого национального движения, его зовут Ника Мелия. Так вот, они оба вышли во второй тур. По итогам первого тура Каха Каладзе, который сейчас вот он идет от партии власти, получил чуть больше 45% голосов. И, в общем-то, собственно, это, наверное, неплохой показатель. Но Ника Мелия отстает от него примерно на 10%. У него там около 34% голосов. Но плюс ко всему, как считают грузинские политологи, как считают грузинские журналисты, вот эта вот история с массовыми акциями протеста, эта история с такими звучными призывами со стороны оппозиции выйти и поддержать оппозиционных кандидатов во втором туре выборов, конечно, сильно увеличивает шансы Ники Мелия победить. И Каха Каладзе, наверное, может рассчитывать на всех тех, которые голосовали за него в первом туре. Но вот во втором туре, возможно, выйдут еще и те люди, которые не ходили голосовать в первом. И тогда, конечно, будет очень интересно. Будем наблюдать, обязательно будем наблюдать, как сложится, каков будет итог выборов во втором туре. Но, если честно, конечно, если сейчас партия власти, партия «Грузинская мечта» потеряет большие города и потеряет вдобавок ко всему еще и столичный Тбилиси, конечно же, теперь оппозиция будет совсем по-другому разговаривать с властями, совсем уже с других позиций. Не с позиции какой-то вот такой вот уличной силы, которая мирным путем будет чего-то добиваться, а с позиции, ну, в общем, не то чтобы совсем равных, но уже с позиции такого одного из ключевых игроков на политической сцене. В конце концов, Тбилиси, в конце концов, Батуми, Зугдиди и Кутаиси, если они действительно окажутся в руках у оппозиции, а все к этому идет, это очень важные города, это действительно ключевые для всего государства города. Наблюдаем, повторюсь еще раз, 30 октября, вот меньше 2 недель осталось до второго тура выборов мэров в целом ряде грузинских городов. А пока отправляемся в Северную Корею. В Северной Корее, в общем-то, достаточно редкое событие произошло. В Северной Корее открылась выставка вооружений и боевой техники. Очень часто, конечно, корейское руководство демонстрирует те или иные виды вооружений, но обычно это происходит в рамках каких-нибудь парадов. Эта техника просто как-то проезжает за несколько минут по центральной площади столичного Пхеньяна, и все. Ее, в общем, успели рассмотреть, значит, успели. Не успели, значит, ну, не успели, извините. А тут вдруг открылась большая выставка. Вот сам Ким Чен Ын, глава северокорейского государства, приехал ее открывать. Его, вон, смотрите, как встречали овации. Его везде и всегда встречают овации, кричали какие-то приветственные слова. Конечно, на это смотришь, думаешь, елки-моталки, до чего люди это довели? Они действительно, вот, наверное, видят в нем какого-то такого отца нации, вероятно, искренне совершенно радуются появлению этого человека, куда бы он ни приходил. Там прошел вот тоже небольшой парад, пролетели какие-то самолеты, что-то там прогромыхало, но вот основная экспозиция, вот она представлена. Вот смотрите,
Там самые разные ракетные вооружения, в том числе те ракеты, про которые, как уверяют северокорейское руководство, эти ракеты могут преодолевать, во много раз превышать скорость звука, и, в общем-то, опасны для техники, авиационной техники потенциального противника северокорейского, то есть Японии, Южной Кореи и США. Все это подавалось, там какие-то пропагандистские ролики, пропагандистские фильмы крутились. Самое интересное, там Ким Чен Ын сидел под портретом самого себя. Ким Чен Ын вот видите, вон портрет Ким Чен Ына висит. То есть он выступал, глядя самому себе нарисованному или сфотографированному в глаза. Непонятно, зачем вдруг понадобилось такую выставку проводить, непонятно, почему вдруг решили погромыхать железяками, теперь уже не просто там к какому-то юбилею, как это обычно делается на параде, а вот взяли, открыли целую выставку. Можно предположить, и многие уже журналисты, которые следят за событиями в том регионе, так и сделали. Предположили, что все это какие-то личные хотелки, личные желания вот северокорейского руководителя Ким Чен Ына. Вот ему захотелось, чтобы была выставка, на которой висели бы его портреты, на которой бы хвалили его гений управленческий и его гений военный. Вот открою, пожалуйста. Сколько наград у людей. Невозможно себе представить, за что же им такие награды, такие звезды-то навесили еще в таком количестве в стране, которая... Хотя, с другой стороны, формально-то страна продолжает оставаться в состоянии войны с Южной Кореей. В 1953 году было заключено перемирие, положившее конец войне на Корейском полуострове. Но это перемирие так и осталось перемирием. То есть такого долгосрочного мирного соглашения не подписано. И формально война еще продолжается, значит, наверное, и боевые награды продолжают вручаться. Вернусь к Ким Чен Ыну, вернусь к его заявлениям, сделанным вот в ходе открытия этой выставки, в ходе демонстрации каких-то новых образцов боевой техники. Ким Чен Ын сообщил, что сейчас главная задача, которая стоит перед ним и перед руководством всей Северной Кореи, заключается в построении, вот сейчас процитирую его, «непобедимой армии». Конец цитаты. Ким Чен Ын уверяет, что в ближайшее время, вот в самое ближайшее время, в несколько ближайших лет, удастся построить армию, которая будет, несокрушима. Ни у кого на свете, ни у каких потенциальных противников, даже если они все вместе объединятся и все полезут на режим Кимов, не будет возможности его победить, потому что армия будет настолько велика и настолько подготовлена и хорошо вооружена, что никому не получится ее, значит, победить. И вот тут же, смотрите, продемонстрировали еще боевые искусства, продемонстрировали Ким Чен Ыну. Это такие показательные выступления северокорейского спецназа и какой-то северокорейской гвардии, которая должна в случае чего защищать самого Кима и его ближайшего окружения, как я предполагаю, от какого-нибудь там, значит, потенциального противника. Прошу прощения. Так вот, Ким Чен Ын говорит, нам нужна эта непобедимая армия, армия, которая будет бояться, если не весь мир, то хотя бы половина мира, вовсе не потому, что мы хотим кого-то захватывать. Нет, мы ребята мирные, мы вообще ни с кем не хотим воевать, но вот на всякий случай, если вдруг на нас нападут, если вдруг мы станем жертвой внешней агрессии, пусть агрессор видит, пусть агрессор знает, что он, значит, мы его вот разломаем, так как эти кирпичи, бетонные блоки ломают наши северокорейские спецназовцы-дуболомы. Интересно, что сейчас в отношениях Северной Кореи и других государств, которые не очень с ней хорошо ладят, скажем так, не самый лучший период. Северная Корея продолжает демонстрировать недоговороспособность, продолжает вопреки, значит, каким-то там прежним или обязательствам, или полунамекам таким проводить испытания новых вооружений. В свою очередь, Южная Корея тоже проводит испытания вооружений и совсем недавно испытала ракету, пуск, который производится с подводной лодки. Байден, нынешний глава американской администрации, президент США, говорит, что я бы готов договариваться с Северной Кореей о каких-то мирных шагах. Мы готовы, в принципе, продолжить наше какие-то дипломатическое сотрудничество, вроде бы как такое, получившее какой-то новый толчок или даже рассвет при Дональде Трампе. Но ставит одно главное условие. Говорит, что мы готовы обсуждать все, что угодно, любую помощь, любое снятие санкций, любое дипломатическое возобновление отношений, но только при одном условии. Пусть сначала Северная Корея уничтожит или откажется каким-то другим способом от своего атомного оружия. У Северной Кореи есть атомное оружие, и она это не скрывает.
Северокорейское руководство говорит: так, стоп, подождите, а почему мы должны разоружаться? И вы тогда разоружаетесь. Почему только мы должны уничтожать атомное оружие? Нет, давайте мы уничтожим, и вы уничтожите тогда атомное оружие. В итоге, конечно, это такой вот клинч, это вот такая патовая ситуация, когда стороны, все стороны, то есть с одной стороны Северная Корея, а с другой государство, которое входит в такой условный или почему вполне себе безусловный антисеверокорейский блок, США, Южная Корея и Япония, вот они вроде бы как готовы договариваться, но находятся в состоянии, когда предмет переговоров упирается в атомное вооружение, от которого не готова отказаться Северная Корея. В итоге все стороны только заняты тем, что продолжают копить оружие, продолжают готовиться к какому-то возможному вооруженному противостоянию. Повторюсь еще раз, возможному, очень надеюсь, что никакого реального вооруженного противостояния не будет, и каким-то образом все-таки стороны найдут выход из положения, найдут способ помириться, договориться и прекратить вот это вот действительно безумие, в том числе и ядерное безумие, потому что вот эта гонка вооружений, она продолжается не только в сфере обычных вооружений, но и в сфере вооружений ядерных. Так, где у нас еще есть безумные правители? У нас безумные правители есть у нас совсем у соседей. Вот с востока у нас есть обезумевший Путин, и с севера у нас есть тоже подающие признаки такого очевидного то ли маразма, то ли каких-то других проявлений деменции Александр Лукашенко. Александр Лукашенко продолжает совершенно бесчеловечные опыты над людьми в основном из Ближнего Востока, Центральной Азии и Северной Африки. Это вот те люди, которые попадают в Беларусь в обмен, судя по всему, на обещание властей обеспечить их переправку на территорию Евросоюза. Они прибывают в аэропорт Минска, их потом те же самые силовики, которые, по идее, должны ловить нелегалов, отправляют поближе к границам Литвы и Польши. Вот вы видите, это съемки, судя по всему, в аэропорту Минска. Это вот те люди, которые прилетели откуда-то часто из Сирии, из Афганистана, из Ирака, из других государств, где идут войны или в которых есть какие-то другие очень серьезные, опасные для жизни этих людей истории. И вот они прилетают в Минск, и минские власти, судя по всему, минские власти или какие-то уполномоченные властями какие-то агентства переправляют этих людей поближе к границе, чтобы они могли перейти в Евросоюз. Вот эта съемка сделана литовскими пограничниками. Вот облавы на этих людей, облавы на нелегалов. Вот в среднем в день сейчас ловят несколько десятков, а то и несколько сотен таких вот людей, которые переходят через границу. В Варшаве, в польской столице, было объявлено, что в один из дней было зафиксировано больше 500 таких попыток перейти только вот на польскую территорию, а есть же еще попытки перейти на литовскую территорию. Что делает Лукашенко? Зачем ему это нужно? После того, как в отношении него ввели санкции, Евросоюз ввел достаточно жесткие санкции в отношении Лукашенко, он решил навредить Евросоюзу, отправив туда вот тысячи, а то и десятки тысяч, судя по всему, речь идет именно о десятках тысяч нелегалов, которые могут серьезно дестабилизировать обстановку. Почему? Потому что этих людей надо как-то размещать, этих людей нужно каким-то образом кормить, этих людей нужно интегрировать в те общества, в которых они окажутся. Появление большого количества этих людей вызывает протесты у каких-нибудь ультраправых или не совсем даже ультраправых, у простых каких-то жителей, Литвы, Польши и других стран Евросоюза, которые говорят: подождите, почему мы платим налоги, а эти налоги тратятся не на нас, а на вот приезжих из Афганистана или приезжих откуда-то из Северной Африки. Нет, тратите налоги на нас и на наших детей. То есть Лукашенко, он вполне осознанно дестабилизирует ситуацию в Евросоюзе. У него это, кстати, хорошо получается. Сейчас расскажу об этом. И дошло до того, что в Литве и в Польше вдоль границы ездят автомобили пограничников с установленными на них громкоговорителями, которые на нескольких языках объясняют людям, что их здесь не ждут, объясняют людям, что они не должны двигаться в Евросоюз, что если они будут пойманы, они будут выдворены и депортированы. И даже есть вот видеосъемка этого самого движения этого самого автомобиля пограничного вдоль, я так понимаю, что это либо белорусско-польская, либо белорусско-литовская граница. Собственно, не так уж
уж и важно, потому что Лукашенко через обе эти границы пытается как можно больше людей переправить в Евросоюз. Давайте посмотрим этот короткий кусочек видео. Après traverser la frontière, vous vous serez renvoyé dans le pays d'où vous venez. Les personnes qui viennent pour vous faire aller en prison pendant 8 ans et être expulsées. Как я уже сказал, вот Лукашенко всеми этими вещами, попытками наводнить Европу иммигрантами, пытается дестабилизировать обстановку в странах, в некоторых странах Евросоюза, а то и в Евросоюзе в целом. Ему действительно у него ему это удается, у него это получается. И вот почему. Во-первых, действительно, тут же в нескольких, в первую очередь, приграничных городах, куда в первую очередь попадают выдворенные мигранты в Литве и в Польше, активизировались самые разные ультранационалистические или откровенно нацистские силы, которые требуют немедленно разобраться, выгнать и, значит, любыми способами избавиться от этих людей, которые, ну, вот оказались действительно в ужасном состоянии между молотом и наковальней, в буквальном смысле. Потому что, во-первых, они заплатили огромные деньги для Ближнего Востока, для Центральной Азии, для Африки. Да даже вот для Восточной Европы это огромные деньги, потому что они платят до 10 тысяч евро для того, чтобы оказаться поближе к этой границе. А тут еще и наши коллеги из Deutsche Welle выяснили, что те люди, которые, вот те силовики, которые их еще гонят туда, в спину, в сторону Евросоюза, отбирают у них последнее. То есть если вдруг у кого-то остались с собой какие-то наличные или какие-то ценные вещи, белорусские силовики с большой долей вероятности их отнимут и присвоят себе. И тем временем в Варшаве на минувших выходных прошла огромная манифестация с требованием не выдворять этих людей обратно, с требованием помочь этим людям каким-то образом социализироваться, с требованием помочь этим людям устроиться на территории Европы. И это тоже большая проблема, потому что как минимум 6 уже мигрантов погибли где-то на вот этой вот разделительной полосе между Белоруссией и Евросоюзом или сразу где-то вот на территории Евросоюза после того, как они проникли в Евросоюз и пытались спрятаться от пограничников и от полиции где-то в лесах. Действительно, сейчас в тех краях погода ночью бывает около 0 градусов и даже ниже 0 градусов, и люди просто замерзают насмерть, умирают от холода. Некоторые из активистов как раз в приграничных районах, в приграничных городах сейчас в соцсетях пишут и оставляют какие-то вот по-настоящему закладки в лесах и пишут в соцсетях какие-то приметы, по которым можно найти эти закладки. В этих закладках теплое одеяло, в этих закладках пропитание, какие-то теплые вещи, иногда небольшие суммы денег. Для чего? Для того, чтобы люди могли выжить. И эти же активисты сообщают о том, что, к сожалению, они не могут принять у себя в домах этих нелегалов, к сожалению, они не могут их пустить к себе в квартиры, потому что полиция или пограничники их вычислят и накажут и тех, и других, а нелегалов отправят домой, а тех, которые им помогают и принимают их у себя в домах, может тоже грозить уголовное преследование или, по крайней мере, какое-то административное преследование за то, что помогают этим нелегальным мигрантам. В итоге действительно есть дестабилизация, власти не хотят пускать этих людей, эти люди в итоге умирают. Лукашенко их тоже назад не сильно пускает, он не для этого их завозил тысячами, десятками тысяч к себе. Активная польское и литовское общество говорит о том, что же вы делаете? Это люди, вы не можете их оставлять умирать в лесах просто потому, что у них нет виз или паспортов. Они тоже люди, они такие же люди, как и мы, они такие же люди, как и вы. Предпринимайте что-нибудь. В итоге, конечно, Лукашенко действительно удается за счет человеческих жизней, за счет покалеченных судеб, ему удается то, что он задумал. У него получается вносить раскол в единство Евросоюза. Но хотя при этом совершенно понятно, что этот раскол будет преодолен, этот раскол не является чем-то таким невероятным и чем-то таким, что нельзя будет победить. Все получится, все так или иначе из кризиса из этого Евросоюз выйдет. Но вот жизни тех людей, которых Лукашенко и его спецслужбы заморозили насмерть или где-то там забили, конечно, не вернуть. И эти жизни навсегда останутся на их совести. Что ж, мы в США отправляемся. Уже повеселее история. В США показали очередное обновление роботов от компании Boston Dynamics. Это такие вот веселые собакоподобные роботы, о которых много говорили, их много показывали. У них уже есть несколько поколений этих зверюшек
зверюшек, они действительно похожи на зверюшек, было выпущено. И вот сейчас представители Boston Dynamics с ними прогулялись по улицам. А вот посмотрите, как реагировали, реагировали на них живые зверюшки. Совершенно не понимают, что происходит. Оно не пахнет собакой, оно похоже на собаку, идет как собака, но что оно из себя представляет, непонятно. А сейчас, кстати, этих зверюшек можно купить. Начальная цена от 75 тысяч долларов. Правда, очень пока непонятно, для чего их нужно покупать. То есть, ну, вот оно может ходить, на него можно навьючить какое-то количество груза, и у него вон есть специально такая то ли голова, то ли лапа манипулятор, с помощью которой, например, оно может открывать двери, брать какие-то предметы. Boston Dynamics, разработчик этих зверей, отказал, например, самым разным армиям мира в милитаризации своих зверюшек. То есть, с одной стороны, армия США является одним из основных спонсоров Boston Dynamics и спонсирует, вкладывает огромные деньги в разработку таких вот роботов. А с другой стороны, инженеры, разработчики говорят: ребят, это хороший робот, но мы не дадим на него устанавливать оружие. Хотите его использовать для транспортировки раненых, хотите его использовать для транспортировки боеприпасов или там чего-то еще на поле боя, пожалуйста. Но превращать его в робота-убийцу мы не позволим. В итоге, действительно, сейчас вот он есть на вооружении, по крайней мере, в экспериментальном виде. Еще не принят на вооружение, но вот в качестве такого испытательного образца проходит какую-то тестовую обкатку в армии США, в армии Франции и, вероятно, еще в армиях нескольких западных государств. Но, повторюсь, не используется в качестве боевой машины. Хотя ряд других производителей вот совсем недавно представил уже похожих роботов, самоходных таких тоже зверюшек, они тоже звероподобные, у них тоже есть такие лапки с какими-то гнущимися сочленениями, но уже вместо вот этих вот мирных лапок манипуляторов у них установлено боевое оружие. И фактически мы потихонечку, но входим в то время, когда боевые машины, когда боевые роботы перестают быть фантастикой и становятся чем-то таким обыденным, становятся частью нашего повседневного быта. Интересно вот еще что. Я уже говорил, что можно купить, и 75 тысяч долларов стоит самый простой, вот начальный образец этого робота. И Boston Dynamics сообщила о том, что несмотря на то, что действительно очень узкая область применения у этих зверюшек, но только что если удивлять действительно прохожих и пугать живых собак. Так вот, несмотря на то, что совершенно еще не очень понятно, для чего его можно использовать, кроме как таскать какие-то, наверное, покупки, и то, наверное, очень дорого, за 75 тысяч долларов, чтобы за тобой кто-то покупки таскал, можно, мне кажется, носильщика нанять, дешевле будет. Так вот, несколько сотен роботов оказались в частных руках. Нашлось с июня прошлого года начались продажи, и несколько сотен вот таких вот смешных робособак оказались в частных руках и, не используются в военных целях. А тем временем на границе Сербии и частично признанного Косово едва не случилось настоящее боевое противостояние, правда, пока еще без всяких роботов. Что произошло? Дело в том, что в октябре закончилось разрешение косовских властей. Косово не признано огромным количеством стран, включая Украину, независимым государством. Но большая часть стран Евросоюза, Америка и другие цивилизованные развитые страны признают Косово отдельным государством. На территории Косово живет албанское большинство и сербское меньшинство. Сербское меньшинство в основном сосредоточено на севере края. Они считают себя сербами, они не признают независимости, не признают никакого нового статуса Косово, и они продолжали и продолжают ездить на автомобилях с сербскими номерами. И вот не так давно косовские власти потребовали от сербов поменять номера автомобильные на номера косовские. Сказали: слушайте, все, вы живете на территории Косово, нас признает Америка, нас признает Германия, мы, в общем, не будем больше терпеть того, что у вас здесь оказываются какие-то сербские номера. Нет, вы живете, если машины здесь у вас ездят, они зарегистрированы у нас, то вы должны поменять их номера на косовские. Косовские сербы возмутились, начали требовать защиты и помощи от Сербии, от большой. Сербия согнала, к границе с Косово
свои вооруженные силы, подогнала туда какую-то тяжелую технику, вероятно, для того, чтобы какие-то баррикады возводить или еще что-то делать. Появились тут же, значит, какие-то блокады, появилась блокада со стороны косовских сербов вот на трассе, которая ведет из Сербии в Косово. Люди, которые, ну вот, например, какие-то дальнобойщики, какие-то еще водители, которые ездили, оказались там заблокированы. Со стороны Косово тоже подтянулись силы. Вот вы видели сейчас грузовики K4, другие, значит, это Kosovo Forces, это международные миротворческие силы, подтянулись, и вот там Сербия отправила даже летать самолеты туда, вдоль этой самой границы, демонстрируя готовность защищать, значит, своих соотечественников на территории Косово, и даже звучали призывы вернуть Косово вообще под контроль Белграда, прекратить вот эту вот независимость или частичную независимость, частично признанную независимость Косово любой ценой. В итоге все это побряцали стороны оружием с двух сторон границы, покатались на бронетехнике, значит, жужжали двигателями самолетов в небе и договорились о том, что пока не будут заставлять значит, косовских сербов вешать новые номера, и пока не будут заставлять их перерегистрировать автомобили. И вот если они откуда-то из тех районов, где у них большая часть, значит, где большая часть населения это косовские сербы, если они будут въезжать на те территории, где большая часть албанского, им будут вешать просто наклейку на номера, которая будет закрывать, значит, будет закрывать обозначение этого самого сербского номера. То есть там буковки СРБ будут заклеены буковками, на которых будет написано Косово. Соответственно, те машины, которые на косовских номерах будут въезжать в Сербию, а Сербия, напомню, еще раз повторю, не признает независимости Косово, вот их тоже будут пускать, но точно так же будут заклеивать обозначение косовское на обозначение сербское. То есть нужно было там греметь оружием, нужно было угрожать друг другу, нужно было скапливать какие-то силы на двух сторонах границы для того, чтобы потом все это свести к каким-то там, значит, наклейкам и в очередной раз отложить решение вопросов в какой-то бесконечно долгий ящик. Но, к сожалению, нет сейчас простого решения. Косово с точки зрения и Сербии, и с точки зрения и Украины тоже является неотъемлемой частью сербского государства, и в то же время ряд других государств, ряд других стран считают его давным-давно независимым государством. Все это произошло из-за агрессии со стороны Милошевича, бывшего президента Югославии, а потом Сербии, который умер в тюрьме, в том числе он находился под трибуналом в Гааге, в том числе и по обвинениям в развязанном геноциде косовских албанцев. Ну, собственно, что-то такое, потом вот такое оправдание для оккупации Крыма придумал и Путин. Для того вот Косово стало независимой территорией, и там частично, вернее, независимой территорией, частично признана его независимость была, потому что Милошевич и его армия действительно развернули геноцид косовских албанцев, действительно пытались уничтожить или изгнать этих людей из Косово, отправив их в Албанию. И Путин, когда захватывал Крым, он рассказывал о том, что, ну вот смотрите, сейчас туда понаедут правый сектор, кто-то еще. Для чего? Для того, чтобы вырезать или изгнать русское население. Понятно, что ничего этого не было, но вот этот вот косовский прецедент был использован Путиным как вот в попытке оправдать собственные свои преступные действия. Но вот у него не прокатило, скажем так, кроме там совсем уж каких-то отмороженных маргинальных правительств, никто не признал оккупацию Крыма, поэтому Крым был, есть и будет украинским, очень скоро так или иначе вернется, мы все в это верим, на родину будут оттуда изгнаны эти мерзкие оккупанты, и Крым будет украинским, как и должен быть. Кстати, если мы говорим о Косово, о частично признанной территории, вокруг которой там точатся какие-то бесконечные ножи и там друг с другом разные государства противостоят, то можно вспомнить еще об одной похожей территории, о Кашмире. Кашмир – спорная территория на границе между Индией и Пакистаном. Как так вышло, что Кашмир стал спорной территорией? Дело в том, что когда британцы в 40-х годах прошлого века оставляли свои колонии заморские, предоставляли независимость прежним своим вот этим вот самым колониям, то вот эта большущая британская Индия, которая сейчас распалась
в состав, ну вот сейчас это 3 государства, когда-то это была одной большой британской Индией. Это, собственно, сама Индия, это Пакистан и это Бангладеш. Так вот, происходило деление, значит, этой большой некогда британской колонии на отдельно независимые государства. Тогда это еще были только Индия и Пакистан. Главным принципом, по которому те или иные территории отходили к тому или иному государству, был принцип религиозный. То есть те государства, те вот эти вот образования, те небольшие какие-то вассальные княжества или те области, в которых большая часть населения были мусульманами, отходила Пакистану. Те территории, в которых большая часть населения были индуистами, буддистами или представителями других неисламских деноминаций, они уходили в Индию. И одним из немногих, которые остался, что называется, посередине, было княжество Кашмир. Там был номинальный какой-то вот этот вот правитель, который был по вероисповеданию, он был индуистом, при этом большая часть его подданных оказалась мусульманами. Большая часть, там больше 80 или около 80% населения Кашмира тогда на рубеже 40-х и 50-х были мусульманами. В итоге правитель тяготел к Индии, население тяготело к Пакистану, и на какое-то время вот этот вот самый Кашмир оказался, ну, не то чтобы там совсем независимым, но такой, он не входил ни в состав Пакистана, ни в состав Индии. Какое-то время это продолжалось, потом бац, и на территории Кашмира оказалась индийская армия, и официально был с точки зрения Индии включен Кашмир в состав большого индийского государства. Это включение Пакистан не признал. Из-за кашмирской проблемы, из-за кашмирского вопроса между Индией и Пакистаном даже несколько войн прошли. Ну вот сейчас значительная часть Кашмира остается под управлением Индии, остается в составе индийского штата, который называется Джамму и Кашмир, и там действует несколько группировок, часть из этих группировок добиваются, например, исключения Кашмира из состава Индии, создания независимого кашмирского государства. Есть группы, которые действуют, как утверждают в Индии, в интересах Пакистана, которые стремятся оторвать Кашмир от Индии и присоединить его к Пакистану. Большая часть этих групп занимается нападениями на приезжих. Дело в том, что Индия вполне осознанно сейчас занимается тем, что перевозят или создают условия для не кашмирцев, для того, чтобы они переезжали, и не мусульман, для того, чтобы они переезжали в Кашмир, обустраивались там жить и, в общем-то, каким-то образом, скажем так, разбавляли вот это вот нелояльное население. И вот этих нескольких человек на минувшей неделе убили, вот этих вот приехавших, вот этих вот тех, которых индийские власти или с помощью индийских властей, которые переехали в Кашмир, их убили, и армия и спецслужбы устроили охоту на тех, кого они считали убийцами, устроили охоту на представителей тех группировок, которые, скорее всего, стояли за этими убийствами. И вот вы видите на экране то, что происходит. Это вот дом, который был разрушен после того, как армия и спецслужбы начали преследовать подозреваемых. Они забаррикадировались в этом доме, пытались там отбиваться, пытались вести какой-то, значит, я так понимаю, ответный огонь. В итоге армия и полиция не придумали ничего лучше, кроме как вот разнести этот дом в щепки. В принципе, я так понимаю, что с точки зрения как раз этих самых спецслужб и армии, они поступили там, с их точки зрения, максимально рационально. Они уничтожили огневую точку противника и сохранили жизни своим бойцам. Но этот же жилой дом, там же жили люди, там же жили, судя по всему, люди, не имеющие никакого отношения, в том числе не имеющие никакого отношения к каким-то там, значит, боевым группам. И что теперь делать с ними, не очень понятно. Это при том, что экономическая ситуация в Кашмире, ну, мягко говоря, аховая. Там действительно очень большая бедность, высочайший уровень бедности и самый высокий в Индии уровень безработицы, и плюс ко всему к этому уровню безработицы и бедности еще и рекордные вот эти вот показатели заболеваемости коронавирусом. И как выходить из этой ситуации, непонятно, тем более вот те боевые группы совершенно не собираются сбавлять обороты. Значит, 11 мирных жителей в Джамму и Кашмире были убиты с начала октября. Из них 5 это были те люди, которые приехали из других штатов, вот в основном на заработки, в основном на какие-то работы, которые для них
часто были созданы правительством Индии для того, чтобы, вот, как я уже говорил, разбавить нелояльное население, для того, чтобы было больше тех людей, которые бы в Кашмире были бы лояльны Индии. Что ж, вот такое происходит в Кашмире. Что происходит в Перу? В Перу вообще происходит очень интересная история. Я уже как-то рассказывал, по-моему, об этом. Там на выборах в июле победил такой ультралевый марксист. Он большую часть жизни работал учителем в школе. Зовут его Педро Кастилья. 25 лет он проработал учителем, потом был каким-то таким деятелем профсоюзным, занимался организацией забастовок, но тоже учителей, тоже педагогического состава. И вот этот человек сейчас оказался среди серьезных неприятностей. Почему? Потому что он шел на выборы президента с абсолютно такой большевистской программой. Повысить зарплаты бедным за счет увеличения налогов на богатых, раздать бесплатные планшеты и мобильные телефоны школьникам и студентам, потому что школьники и студенты вынуждены из-за коронавируса сидеть дома и не могут учиться. У бедных людей нет денег на планшеты, значит, образование люди не получают. Обещал, переписать Конституцию таким образом, чтобы государство брало на себя как можно больше обязательств перед простыми людьми, чтобы государство, фактически обещал такую социалистическую, во многом там а-ля советскую Конституцию, в которой государство берет на себя вообще все обязательства, которые только может взять. Но проблема в том, что он-то пришел к власти на этих обещаниях, а в парламенте большая часть мест совсем у других людей, совсем не у немарксистов, совсем не у левых, совсем не у тех, которые мечтают взять и все бюджетные деньги потратить на исполнение обещаний Педро Кастильо, вот этого человека, бывшего учителя, в одночасье ставшего президентом. И они не дают ему исполнить все его обещания, не дают ему вот эту большевистскую программу воплотить в жизнь. В итоге, что оказалось? Сидит Педро Кастилья, который сначала много обещал, в итоге выясняется, что он ничего этого сделать не может, и он потихонечку начинает отходить от этой своей революционной программы, он потихонечку начинает пытаться действовать в тех самых рыночных обстоятельствах и в соответствии с теми рыночными, совсем не социалистическими законами, которые действуют в Перу, но тут же его партия, его марксистская партия, которая привела его к власти, кандидатом от которой он был, говорит, что ты делаешь? Мы же тебя поддержали, потому что ты обещал бесплатно все, крестьянам землю, там фабрики рабочим, а ты тут теперь идешь на поводу, у этой буржуазии. Одумайся, говорят они ему, не заменяй наших ультралевых министров на оппортунистов и предателей. А он уже заменил нескольких наиболее одиозных персонажей на менее одиозных, на тоже таких там левых, но скорее левых центристов, чем на большевиков. И ему теперь говорят, его товарищу, не смей, ты что? Мы сейчас тебя вообще оставим, у тебя сейчас нет поддержки со стороны парламентского большинства, мы сейчас тебя оставим без поддержки парламентского меньшинства, ты не сможешь формировать правительство. И кто ты будешь? Вообще ты останешься без всего. И этот несчастный Педро Кастилья, который пришел после того, как, вот вы сейчас видите на экранах, это акции протеста в прошлом году, которые прокатились по Перу, они были связаны с тем, что для правительства стала абсолютной неожиданностью пандемия. Они не понимали, как себя вести. В Перу один из самых высоких показателей заболеваемости и смертности от коронавируса до сих пор. Локдауны уничтожили значительную часть малого бизнеса. Правительство было полностью растеряно. Пошло на досрочные выборы, и вот на этих досрочных выборах внезапно начали побеждать какие-то маргинальные партии, как вот та самая марксистская «Свободная Перу», кандидатом от которой стал и вот Педро Кастилья. До пандемии коронавируса, до вот этих вот кризисов, эти самые марксистские партии получали там какие-то смешные 3,5% голосов и не попадали никогда в парламент. Пандемия поменяла все. Но теперь совершенно непонятно, что дальше с этим делать. Вот пришли марксисты к власти, но у марксистов руки связаны. Они пришли на демократических выборах в соответствии с демократическими правилами, а им говорят, вы же пришли на демократических принципах, извольте теперь соответствовать. У нас есть законы, мы не хотим их переписывать под ваши хотелки, под ваши желания. И уже даже сейчас известно, что в букмекерских конторах в Перу и в других странах региона принимают ставки на то,
как долго продержится Педро Кастильо у власти и как скоро он объявит о собственной отставке или как скоро его же партия вынудит его об этой отставке объявить. Наблюдаем, интересно очень, что получится из учителя, который стал президентом, но так и не смог сформировать или получить своего монобольшинства. Так, а дальше переходим к России. Напоследок, вернее, не напоследок, но вот еще одна есть история из России. Там в центре «Мемориал», в правозащитном центре, пытались показать фильм «Гаррет Джонс». Это фильм польский, фильм о журналисте, американском журналисте, которого зовут Гаррет Джонс, который смог в 30-е годы в Советском Союзе снять то, что творят большевики, рассказать миру о том, что творят большевики в Украине, о том, как большевики организовывают голодомор и фактически геноцид украинского населения, вот как Сталин и его палачи обходились с украинцами. И вот этот фильм пытались показать в правозащитном центре «Мемориал». И вот посмотрите, что из этого вышло, посмотрите, чем завершилась попытка продемонстрировать этот фильм. Какие-то погромщики в сопровождении съемочных групп центральных российских телеканалов ворвались на показ фильма о преступлениях сталинского режима, начали кричать организаторам и зрителям, что они фашисты, начали кричать «не забудем, не простим», и, в общем, в итоге, в конце концов, сорвали показ этого фильма. Интересно, что приехавшая полиция, российская московская полиция, не стала задерживать тех, кто вот сорвал показ, не стал как-то препятствовать этому, а наоборот, она, значит, некоторое время продержала зрителей и организаторов показа в запертом помещении, а потом с каждого из них еще потребовала дать показания, и люди письменные давали показания, что они делали на этом просмотре, как они там оказались, откуда узнали об этом самом фильме. Внимание, это фильм не о том, что Путин скотина и преступник, это фильм не о нынешних преступлениях, совершаемых, значит, путинской Россией в отношении Украины, в отношении украинцев, крымских татар, грузин и так далее. Это фильм о преступлениях давно минувших дней, это фильм о преступлениях 30-х годов. Но настолько эта история, настолько вот желание переписать все, что только можно было переписать, обелить и превратить преступников в героев, вот это вот желание настолько сильно вот в провластных самых разных гопниках в России, что они не постеснялись, притащили с собой, значит, трупоедов из телеканала НТВ и прочих, значит, путинских центральных каналов и сорвали фильм о Голодоморе, об одном из самых чудовищных преступлений, совершенных сталинской властью. Не путинской, а сталинской властью. Но даже эти преступления, правду о них в России нужно скрывать. Даже об этих преступлениях все еще нельзя говорить. Ну, совершенно дикая история. Абсолютно дикая история. Вот они нам рассказывают о том, что здесь у нас в Украине фашисты. Так, что ж, переходим к историям с Ближнего Востока. Про Ливан сейчас расскажу. В Ливане происходит, я уже несколько раз рассказывал о происходящем там кризис, глубочайший кризис, спровоцированный во многом дефолтом, отказом платить по долгам. А тут на прошлой неделе в Ливане начались настоящие уличные бои в Бейруте, в столичном городе Ливана, в Бейруте, с применением, значит, огнестрельного оружия, с применением автоматического оружия. Гранатометы шли в ход. Как минимум 6 человек погибло, десятки раненых. Видите, вот человек с гранатометом в центре города, в центре Бейрута стреляет из гранатомета. Что же произошло? Произошло следующее. Дело в том, что сейчас возобновилось следствие, вернее, судебное рассмотрение судебного дела о взрыве в порту Бейрута, взрыве склада. В ходе этого взрыва там несколько десятков тонн селитры удобрений взорвались, и судья, который ведет это дело,
группа следователей, которые ведут тоже это дело, считают, что к нему может быть причастно движение Хизбалла. Вот эти вот, видите, это ребята из Хизбаллы едут вот по городу Бейруту на пикапах, и у них развиваются флаги с символикой Хизбаллы. Хизбалла — это шиитское ополчение. Хизбалла — это такая группа шиитских, там и политики есть, но это вот явные боевики, которые ориентируются на Иран, и судя по всему, есть предположение, что, значит, доходы от этого самого нецелевого использования этого самого склада, на котором взорвалась селитра, получала Хизбалла. Кроме того, есть предположение, что Хизбалла использовала этот склад еще и для перевалки вооружений, и для перевалки каких-то своих еще там, значит, какой-то взрывчатки. Вот смотрите, стреляют из гранатомета, попадают в дом. Ничего себе, это прямо сейчас, это в центре столицы, в Бейруте происходит. Так вот, Хизбалла, когда стало известно об этом, о том, что судья и следствие подбираются к ней и к кому-то из ее активистов, объявила о том, что на самом деле они белые пушистые, что никаких преступлений они не совершали, что ничего подобного они не делали и никакого не имеют отношения к взрывам в Бейруте. И за всем этим, за преследованием Хизбаллы стоит уже не шиитская, а христианская организация, христианская партия, которая называется «Ливанская сила». И они сказали: слушайте, это ливанская сила, вот они что-то мутят, за ними стоят какие-то враждебные Ливану силы, но мы вот сейчас выйдем на улицы и эту ливанскую силу победим. В итоге столкнулись на улицах Бейрута шиитская Хизбалла и христианская ливанская сила. И в этих перестрелках погибли совершенно невинные люди. Известно, что одна из 6 погибших женщин, которая находилась дома, ее случайная пуля какая-то убила, залетевшая в окно. В итоге вот Хизбалла, шииты и ливанская сила, христиане, разбираются друг с другом абсолютно на пустом месте. Ну, то есть, понятно, что не на пустом месте. Надуманные обвинения, я имею в виду друг к другу, они придумали обвинения в адрес друг друга и пытаются таким образом сорвать судебный процесс, пытаются сорвать следствие и не дать судье установить правду. А шииты из Хизбаллы утверждают, что вот тот самый судья, который ведет дело, он христианин и, соответственно, пытается в ходе судебного разбирательства, что называется, отмазать своих. Шииты уверяют, что во всем виновата вот эта самая ливанские силы или ливанская сила, а судья утверждает, что он не причастен ни к кому, что его религиозная принадлежность не имеет никакого отношения к его профессиональной деятельности, и он будет судить только строго по закону, а не исходя из каких-то там своих представлений о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Но вот все эти разборки, все эти войны, все эти перестрелки только усугубляют и без того чудовищный кризис в Ливане. Давайте, кстати, посмотрим сюжет об этом кризисе и поймем, с чего, собственно говоря, все началось. Начало нынешнему кризису в Ливане положила финансовая пирамида. Как оказалось, Центральный банк страны долгое время брал у частных компаний деньги в долг под очень высокие проценты. Таким образом, банкиры помогали правительству исполнить популистские обещания не опускать курс национальной валюты. Как и любой пирамиде, этой пришел конец, когда пришло время оплаты долгов. Случилось это в 2019 году. У государства не оказалось денег для погашения задолженности, и министры начали всерьез обсуждать новые налоги. Предполагалось, в частности, увеличить акцизы на табак и топливо, а также обязать граждан платить за каждый звонок, сделанный с помощью интернет-мессенджеров, так называемый налог на WhatsApp. Видя, что дело идет к масштабному кризису, осенью 2019 года крупнейшие поставщики топлива, зерна и других жизненно важных товаров заявили об отказе от расчетов в ливанских фунтах и переходе на доллары и евро. Ливан охватили протесты. Тысячи человек вышли на улицы, заставив правительство сначала отказаться от введения новых налогов, а потом и вовсе уйти в отставку. Но экономический спад это не остановило. Денег на погашение дорогого кредита у Центробанка не было, и он просто обрушил курс ливанского фунта, что сразу сделало кредит куда более дешевым, а население, получающее зарплату в национальной валюте, куда более бедным. Следующий удар по экономике был
был нанесен пандемией коронавируса. Весной 2020 года власти Ливана ввели в стране жесткий локдаун, продлившийся несколько недель и приведший к закрытию большого числа небольших магазинов и мастерских. Кроме того, накануне локдауна Ливан объявил дефолт по своим долговым обязательствам, то есть попросту отказался отдавать иностранные кредиты. Это решение привело к потере доверия к Ливану со стороны иностранных инвесторов. Западные компании и фирмы из богатых стран Ближнего Востока поспешили пересмотреть свои финансовые планы таким образом, чтобы исключить из них нестабильный Ливан. К слову, даже во время длившейся 15 лет гражданской войны ливанское правительство вовремя и в полном объеме отдавало все долги. К лету 2020 года локдаун и дефолт вызвали резкий рост безработицы и всплеск инфляции. Национальная валюта подешевела в несколько раз. На учете, как ищущие трудоустройства, оказались больше 25% ливанцев. В августе 2020 года в порту столичного Бейрута взорвался груз удобрений, долгое время хранившийся на одном из складов. Взрыв был настолько силен, что буквально разрушил несколько районов города, убив около 200 человек и нанеся материального ущерба на миллиарды долларов. Своих денег на восстановление столицы у Ливана не нашлось. Правительство обратилось к иностранным спонсорам, которые смогли выделить какие-то средства на первоочередные работы. За счет иностранной помощи, в первую очередь французской и немецкой, удается удерживать от развала ливанскую армию. Запад безвозмездно поставляет Ливану запчасти для военной техники, боеприпасы и даже мясо для солдатских столовых. Это помогает лишь отчасти, так как даже офицерских зарплат едва хватает на первоочередные нужды, из-за чего военнослужащие массово дезертируют. На рубеже 2020 и 2021 годов ливанские банки заявили о заморозке счетов граждан. Ливанцы, по сути, лишились доступа к своим накоплениям. Снять их можно только с огромными штрафными санкциями, на что большинство идти не готово. Банковский кризис спровоцировал и кризис образовательный. Студенты лишились возможности оплачивать учебу в университетах, и многие ливанские вузы на несколько месяцев просто закрылись. Их преподаватели, а также квалифицированные медики, инженеры, механики и другие специалисты массово выехали из страны в другие ближневосточные государства, Европу и США. С начала кризиса по лето 2021 года ливанский фунт на черном рынке обесценился примерно в 10 раз. Средняя зарплата в стране колеблется между 50 и 60 долларами США в месяц. Беженцы из соседней Сирии, которым благотворительные фонды выделяют около 150 долларов в месяц на человека, внезапно стали одними из самых богатых людей в Ливане. Страна, которая в 1960-е годы считалась одной из самых благополучных на планете и носила неофициальный титул ближневосточной Швейцарии, оказалась в центре одного из самых чудовищных кризисов в современной истории. И как вот показывают недавние события, как показывают вот бои на улицах, как показывает гибель 6 жителей столичного Бейрута, кризис этот, к сожалению, все еще продолжается. Я на этом прощаюсь. Это был Прайм Мацарский. Увидимся через несколько дней. Всего хорошего.